Это «7 дней плюс» и Светлана Кадырова. Здравствуйте. Теракт в концертном зале Крокус-Сити, унесший жизни 147 человек, спровоцировал в очередной раз спор об отмене моратория на смертную казнь в России. Тема эта сложная, всегда вызывает общественный резонанс. Об этом сегодня говорим с нашим гостем. Эрик Альмирович Валеев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Валеев и партнеры». Сегодня в студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Согласны ли вы с тем, что подобное желание отменить мораторий на смертную казнь, вернуть эту высшую меру наказания, это справедливая реакция общества, или это такой некий гнев в те секунды, когда ты видишь, как выносят тела десятков, сотен человек, погибших, невинных людей? Я тоже солидарен, конечно, с этим мнением. То есть в целом, когда происходит такое преступление резонансное и со столькими жертвами, в этот момент очень хочется, чтобы люди, которые это совершили, я не говорю, что именно те, да, но, по крайней мере, те, кто совершили, должны понести суровое наказание, вплоть до, конечно, смертной казни. Но в целом эти разговоры про отмену моратория, они ведь не в узкой направленности нужно рассматривать. То есть это более широкий вопрос, он очень глобальный, этот вопрос. Потому что очень много дел, которые предусматривают наказание в виде смертной казни. Так ведь? Кроме того, конечно же, большинство преступлений, которые предусматривают в виде самого сурового наказания смертную казнь, они рассматриваются судом присяжных. В настоящее время, конечно, суд присяжных у нас заметно уменьшился по количеству присяжных заседателей. То есть было, как везде в мире, 12 присяжных, но несколько лет назад уменьшили количество, стали рассматривать в районных судах. Преподнесли это, конечно, так, что вот стало правосудие намного справедливее. Теперь даже в районном суде будут присяжные заседатели. Сократили до 6, да? Ну, в районных, да, 6 рассматривают, а в Верховном суде с 12 уменьшили до 8. О чем это говорит? Уменьшение количества присяжных, это значит мнений меньше, так ведь? Когда людей 12, почему их четное количество? Именно для того, чтобы, если будет одинаковое за и против, то есть по 6 человек, как было раньше, 12 человек, то будет в пользу подсудимого. А если, ну, то есть больше, конечно же, будет вердикт обвинительный. Из 8 человек, ну, 8 человек, ведь даже когда просто перед вами сидят, их проще убедить, так ведь? И 12 намного сложнее, я имею в виду. А 6 разные еще психотипы, больше. разные характеры, разный взгляд, логика и так далее. То есть 12 разных людей совершенно. Конечно, и когда их 12, это все-таки люди ведь не юристы, они не адвокаты, они не разбираются в преступлениях, так ведь? Они смотрят только, есть причастность человека, то есть виновен, невиновен, в этот момент только они определяют. И именно с точки зрения, я бы сказал, любителей, да, то есть непрофессиональной точки зрения. Один кто-то активный попадется, когда они уходят в совещательную комнату, он может всех, в принципе, переубедить. Ну, как мы это видели вот в фильме мое Михалкова мнение. «12», да? Да, То есть, да, даже 12 человек можно переубедить, а 6 человек, что есть ты один, и еще 5 осталось. Ну, 5 человек переубедить, я не знаю, если человек немножко подкованный, может, конечно, сделать. То есть, на ваш взгляд, сокращение количества присяжных заседателей фактически, это не есть хорошо. Однозначно фактически это повлияло негативно. на, скажем так, более субъективный, что ли, более управляемый какой-то суд? Это однозначно, вы правильно говорите. То есть тогда, в тот момент, когда было 12 присяжных заседателей, процент оправдательных приговоров поднимался даже свыше 20, до 30 доходил оправдательных приговоров с участием присяжных заседателей. Уменьшив это количество, оправдательных приговоров стало меньше. Ну, я не говорю, что оправдательные должны быть в полном объеме оправдательные. Я могу еще раз сказать о том, что бывает много преступлений вменено, так ведь одному человеку вменяют целый букет. Исследователи стараются вменить самые тяжкие преступления. Не знаю, связано с тем, что есть понятие палочной системы, то есть статистика и прочее. Но самые тяжкие статьи как раз и подразумевают же смертную казнь, и по ним можно выбрать присяжных заседателей. Вот у меня тоже такой пример был недавно. То есть человеку вменяли преступление особо тяжкое, то есть предусматривающее смертную казнь, посягательство на жизнь сотрудников полиции. Но, к счастью, присяжные, 8 человек, правда, поскольку это подсудно Верховному суду, они убедились в том, что человек невиновен именно в этой статье. Да, конечно, он понес наказание по 2 другим, которые он и признавал, в принципе, то есть там хранение, оружие и прочее. По самой тяжкой он получил? По самой тяжкой его оправдали, и по другим тоже. Там еще было несколько статей, вплоть до покушения то есть на множество лиц. То есть там еще часть вторая была 105-й. То есть по этим статьям его оправдали.
Везение это или нет, ну, присяжных, конечно, мы выбираем, согласен с этим. То есть есть целая процедура, как выбирают присяжных, можно кого-то отвести, можно попытаться их выбрать, но в целом они же формируются из тех, что есть. То есть, по крайней мере, нельзя новых пригласить. То есть вот есть там 16 человек, из них, например, надо 8 выбрать. Останутся те, кто останутся. Я вот все-таки считаю, здесь элемент везения уже больше будет... Ну, При большем количестве... Да, потому что если больше будет у присяжных, то больше будет вероятности, что люди... больше обсуждения даже, в конце концов, конечно, да? Они все равно обсуждают все это в заседательной комнате. Вы бы согласились защищать в суде доверителя, ну, если бы действительно стояла на кону смертная казнь? Нет, я же вот только что сказал, что в принципе такие бывают моменты, но я же в тот момент, когда защищал этого человека, был уверен, что он не совершал этого. Это когда человек много лет работает, в любом случае дело читаешь, уже видно, где-то есть доказательства вообще этому или нет. Если этого доказательства нет, и твой доверитель говорит, что он не собирался никому ничего сделать плохого, ну там я уж суть не буду раскрывать, иначе будет вообще понятно, о чем речь и о ком речь. Поэтому просто доказательств, когда нет, и видишь это, конечно же, возьмешься за такое дело. Тем более, я знаю, что конкретно он совершил. Если вы говорите о том теракте, который произошел, ну, я бы не стал защищать, конечно же. Во-первых, там, я думаю, очень долго еще, может, через несколько лет мы только узнаем, кто действительно там, кто там участвовал. Поэтому в это вообще не хочется вникать, ну, честно говоря. В целом, разделяю полностью то, что общество сполошилось, то, что общество говорит, давайте отменим смертную казнь. Но я думаю, что в этом нет смысла. Почему? В отмене смертной казни. Объясню, почему. Дело в том, что очень много, я же говорю, статей, да, есть, которые предусматривают смертную казнь. И они до сих пор существуют в Уголовном кодексе, я так понимаю. Она там и написана, конечно, вплоть до смертной казни. Просто то есть у мораторий. нас просто есть дополнительный мораторий, который говорит, что это мы не применяем. Да, ну просто не просто, но мораторий есть. То есть на данный момент смертная казнь не исполняется. Что это дает? А по каким статьям, давайте для начала, Эрик Альмерович, по каким статьям сегодня, по идее, в Уголовном кодексе заложена высшая мера наказания — смертная казнь? Их очень много, честно говоря. Ну, некоторые перечислю, которые, может быть, люди больше знают. То есть убийство квалифицированное, это значит, когда есть какие-то отягчающие обстоятельства. Ну, то есть убийство двух и более лиц, там, или с особой жестокостью. В этом случае рассматривает суд присяжных. Те же, к примеру, преступления против сотрудников правоохранительного органа. Ну и другие ряд преступлений есть. А терроризм? Терроризм тоже предусматривает. Я имел в виду, все-таки мне хочется немножко объяснить, в чем разница. Есть и другие статьи, в том числе, например, теракт, да, и все террористические направленности, они тоже все предусматривают смертную казнь. Но их не будет рассматривать суд присяжных, понимаете? Вот в чем проблема. Почему я говорю о том, что отменять смертную казнь, то есть этот мораторий отменять, это не есть правильно. Потому что ошибки следствия, ошибки судебные, у нас очень много фильмов снято на эту тему, так ведь мы все знаем. Даже, кстати, во времена правления Сталина больше было намного оправдательных приговоров, 10 раз. 10% было оправдательных приговоров. И они потихонечку, со времен Хрущева, там, Андропова, они уменьшались. У нас в настоящее время же меняется председатель Верховного суда, а предыдущий, представляете, вот с времен Ельцина сидел, если не Андропова, то есть он находился на своей должности. Поэтому я вот очень рад, что там какая-то власть поменяется, и надеюсь на то, что суды будут более объективно рассматривать дела и более, то есть тщательно выслушивать позицию защиты. Потому что мы очень часто бьемся об стену, то есть это просто об стену горох. Бьешься, тебя никто не слышит. Если говорит шутку, там, ты адвокат, ну и заткнись, говорят, да? Это уже шутки, конечно. А раньше были судьи, даже которые могли сказать, твой адвокат, твое отягчающее обстоятельство, понимаете? Ладно, хоть мы от этого уже ушли. Вот когда я начинал работать адвокатом, еще и такие были, но они уже все на пенсию ушли. Но при этом все-таки у вас вера в суд присяжных заседателей присутствует, да? Вот именно в суд присяжных, конечно, присутствует, потому что там есть... Практически 90% состязательности присутствует. 100% нет, конечно. В любом случае больше происходит избиение у нас в процессах, в судах. Но в суде присяжных, конечно, больше, почему и больше оправдательных приговоров выносится. Именно из-за того, что там можно донести. И эти люди действительно ведь удаляются в совещательную комнату и выносят вердикт. Им никто не подсказывает, никто не может зайти в эту совещательную комнату. Как решат, так решат. Здесь просто вот как в театре все друг другу что-то там объясняют, показывают. И после этого люди выносят вердикт.
Я правильно понимаю, что все дела, где предусмотрена высшая мера наказания, это смертная казнь, обязательно должны рассматривать суды присяжных? Вот нет, как раз именно не так. Как раз именно не так. То есть и как раз если ее и вводить, скажем так, то необходимо предусмотреть, то есть на ваш взгляд, включение суда присяжных заседателей по всем этим статьям, где заложена эта высшая мера наказания. С точки зрения защитника, да. А, наверное, сделано даже наоборот. Я не знаю, кем и когда, да. То есть, когда знаю, но кем не знаю. То есть, это же потихонечку вводили статьи, то Конституционный суд выносит какое-то решение, то Верховный суд определяет, что какие-то из преступлений, которые предусматривают смертную казнь, будут рассматриваться теперь не судом присяжных, а будут рассматриваться тройками судей, профессиональных судей. Понятно, что это будет не Верховный суд там, региона или тем более суд общей юрисдикции городской, да? Это именно военные окружные суды, таких, в принципе, вот именно террористической направленности, кстати, рассматривают всего 2 суда, но рассматривают судьи-то, то есть 3 профессиональных судьи будет рассматривать. Присяжным это дело не дадут. Они не смогут, люди, которые обвиняются по таким преступлениям, не смогут просить суд присяжных. Понимаете? То есть здесь, если будет ошибка, у человека уже вариантов и шансов никаких не будет. А когда человек сидит даже пожизненно, эти статьи же предусматривают в том числе пожизненную и либо смертная казнь. То есть человек сидит пожизненно, хоть поймают настоящего преступника, может быть, когда-то пересмотрят приговор, если человек не виноват, правильно? У него есть шанс, если невиновный, я про невиновного именно говорю. При этом, согласно данным ООН, к 2022 году около 170 стран отменили смертную казнь или ввели мораторий. Да? Высшая мера наказания разрешена в 55 государствах. В нашей стране в 1996 году был расстрелян последний, да, Сергей Головкин по прозвищу Фишер, серийный убийца, педофил, людоед. Жертвами стали минимум 11 подростков. Он был расстрелян в Бутырской тюрьме. Но вот главный аргумент против смертной казни, да, это возможность судебных ошибок. Да. То есть вот то, что как раз мы говорили с вами, Я же оправдательный именно приговор в России спросил, 0,33%. Значит, ошибки, ну, в принципе, неизбежны. Мы тоже еще помним этот расстрел 28-летнего Георгия Хабарова. Он был ложно обвинен в изнасиловании и убийстве. Сначала ему там дали 14 лет лишения свободы. Дальше был общественный резонанс. В конечном итоге его расстреляли в 1983 году, а потом задержали настоящего виновника. Но расстрелян человек уже был. Вот насколько вот это является действительно главным аргументом? Для меня, как для защитника, именно для адвоката, это вот основной аргумент. Потому что, конечно, нельзя все по телевидению говорить, да, но я-то знаю, как происходит это все. То есть, как происходит процесс. То есть велик риск судебных ошибок всегда. Я не Вероятен. буду очернять судебную систему, но велик риск. Риск велик и очень велик. Поэтому в любом случае, я считаю, вся система, конечно, работает именно на осуждение человека. И во многих это интернет-ресурсах пишут. То есть, если дело попало в суд, там уже все, осудит человека однозначно. Поэтому я считаю, что риск очень высок. Тем более, вот по таким, например, да, резонансным преступлениям. Общественный резонанс, люди разозленные, людям быстрее хочется, чтобы кого-то посадили, так ведь? Не подпускает никого к этому делу. То есть никакие общественные там наблюдатели, еще кто-то не смогут даже узнать. Нам какие-то отрывки показывают, так ведь, допросов, может еще что-то, может быть выложат. А потом немножко забудется, и вообще этих людей, если будет отмена моратория, то их просто расстреляют, правильно, и все. Поэтому я считаю, что это не очень правильно. А вам не кажется, что вот при таких преступлениях, вызвавших общественный резонанс, тот же самый суд присяжных не сможет быть объективным? Согласен. Потому что все СМИ, то есть исключить из поля информационного все, что касается этого преступления, невозможно. И суд присяжных здесь будет не объективен, а точно так же субъективен. Согласен. Ну, вот как раз для этого и есть порядок выбора, то есть процедура выбора присяжных. Там как раз можно и задать вопрос, а вы в СМИ читали об этом деле? А может, кто-то не читал, пусть рассматривают те, кто не читал. Я не уверен, что Я не говорю, что нужно обязательно к этому прийти, чтобы этих вот именно людей, кто совершил данный теракт, рассмотрели суд присяжных, и вдруг еще их оправдали. Я вообще к этому не склонен, понимаете? Я говорю о том, что смертную казнь не нужно отменять. То есть пусть они сидят пожизненно, их же все равно не выпустят. То есть пусть они сидят, отбывают, а может быть даже это хуже, чем просто умереть. Так ведь? Ну, как раз исследование по американской системе, 156 ошибок при 2000 смертных приговоров. То есть каждая 13 – это ошибочная смерть, если мы так можем назвать. Мартин Лютер Кинг говорил: око за око, и мы все остаемся слепыми. Да, пожизненное наказание более тяжкое, потому что человек лишается все-таки права на надежду. Как вы считаете, все-таки есть в этом доля смысла? Конечно, человек должен надеяться, тем более, если он не виновен.
Вдруг человек невиновен. Поэтому я говорю, вот нельзя же рассматривать именно субъективно одно. Я могу, если сам бы занимался, я бы сказал, да, какое-то свое суждение, то есть есть здесь доказательства вины или нет доказательств. А то, что по телевизору увидел, как можно оценивать? Это же по телевизору, по Первому каналу нам показывают то, что мы должны увидеть, правильно? Вот мы это увидели. Поэтому у меня именно к этому процессу и к этому делу вообще суждения своего не будет. И я его, конечно, не выскажу в целом. Насколько, в принципе, сегодня ну, ваши доверители боятся вот этой высшей меры наказания, ну, даже пожизненной? Насколько это... Как, в принципе, ведет человек, который понимает... Я сейчас даже не про смертную казнь. Ну, конечно, очень Пожизненно. переживают. Как человек может понимать, что ему ни с того ни с сего, например, я про своих клиентов, да, говорю, которым вменялись такие статьи, мы сами понимаем, что этой статьи нет, а тут резко просто вменяют для того, чтобы там продлить стражу или еще для чего-то, или просто следователь так считает, что он виновен в этом. Хорошо, что есть все-таки суд присяжных, поэтому я и говорю, здесь вся надежда-то на них. А есть ведь перечень статей, про которые мы опять же все говорим, в том числе, к примеру, 131 это изнасилование. Там есть одна часть 5, к примеру, которая в отношении нескольких несовершеннолетних, если совершено, то тоже суд присяжных не рассматривает. Это тоже будет рассматривать тройка судей. Ну, я еще раз говорю по поводу изнасилования, к примеру. Это же обычно происходит без свидетелей, понимаете? И вот как можно потом понять, человек этот был, не был, понятно, из генетической экспертизы, еще что-то. Но я вот с точки зрения именно защитника считаю, что там может быть и какой-то фальсификация элемент, может быть еще То есть что-то. стопроцентной доказательной базы быть не может, да? То есть Особенно вот по таким статьям. Вот, ну, это чисто мое субъективное мнение. Потому как что же все экспертизы ведь тоже люди делают, а у людей есть ошибки. Поэтому может быть так, что человека и опозорят, и расстреляют еще, например, а он был невиновен. Может же такое быть. Поэтому я считаю, что все-таки мораторий никакого смысла нет отменять. Не зря его ввели и правильно сделали. Ну вот даже сейчас рассмотреть возможность возврата, да, смертной казни, то вот по совершившим теракт в Крокус-Сити, я так понимаю, что приговорить к расстрелу нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет. Я правильно понимаю? Мораторий не отменен же, конечно, их не будут расстреливать. И могут назначить пожизненное лишение свободы. А если мораторий отменят, и все-таки это решение будет принято, ну, как это активно сейчас обсуждается в Госдуме, понятно, что необходимо там и публичное обсуждение, о чем говорят, то, в принципе, при возвращении, при отмене моратория, могут ли они понести... Могут в законе, если уж будет это сделано именно для этого преступления, могут написать, что именно с прошлого года, с позапрошлого, чтобы действовал и на преступления в течение последних 5 лет, или на какие-то конкретные преступления будет распространяться, тогда он будет иметь обратную силу. Не то, что обратную силу, а будет входить в То есть могут закон. внести какие-то поправки? Да, так конечно, правильно? можно прям в поправки нести же именно про эту тематику. После теракта в Крокусе многие вообще обратили внимание, что нам не на отмену моратория на смертную казнь нужно обращать внимание, а в принципе искать решение проблем, там, ужесточить контроль за оборотом оружия, работать с миграционным законодательством и так далее. Насколько вы вот в этой ситуации, как адвокат, как юрист, видите, есть ли там проблемы? Ну, конечно, даже в тех же торговых центрах можно же охрану обеспечить более достойно, так ведь? Потому что эти металлоискатели поставили формально, все проходят, хоть рядом, хоть так, правильно? Ну, оно действительно ведь так. То есть нисколько эта система не работает. Поэтому и любой может туда протащить, наверное, оружие, что угодно. Вот это надо усилить, мне кажется. То есть работать на выявлении преступлений, а не после случившегося уже махать руками. А с миграционным законодательством? Миграционным законодательством, честно говоря, я с этим не знаком, я имею в виду. То есть у меня нет статистики по совершившим преступления мигрантам. Сам никогда не защищал мигрантов. Поэтому, если можно, я в этой части отмолчусь. У меня нет ответа. Хорошо. Каким образом, если сейчас все-таки обсуждение в стране отмены моратория на смертную казнь достигнет там апогея определенного, насколько юридически сложно сегодня, какой путь нам нужно пройти, чтобы это отменить или оставить в силе? Казнить либо нельзя помиловать, да? То есть вот где поставить запятую? Как юридически сейчас это должна быть выстроена вся вот эта система? Я думаю, что это Референдум. Я думаю, что это можно сделать одним махом. Нет, зачем? Это же... Нет, а юридически, если нужно сейчас внести говорят? изменения в Конституцию, так ведь? Потому что в Конституции написано, что в принципе это нельзя. Это уже представитель Конституционного суда же сказал. Но у нас несколько лет назад ведь внесли уже изменения в Конституцию, которые мы все знаем, так ведь? Мы тоже никогда не думали, что может такое быть. Ну, то есть можно еще раз это сделать, я думаю, это не проблема. А наше мнение-то общественности, я думаю, вообще будет
16 или 17 там, а может 100-е. Потому что в любом случае это же будет Госдума решать. То есть сначала внесение изменений в Конституцию, дальше? Да. После этого какие процедуры нужно Да, пройти? Чтобы... какие юридические процедуры, то есть вообще, чтобы понять, какой путь нужно будет пройти? Я не готов на этот вопрос ответить, чтобы вот прям в деталях рассказать, как нужно отменить мораторий на смертную казнь. Во-первых, это не делалось никогда, поэтому, наверное, нет такой практики ни у кого. А вы помните, когда вводился мораторий на смертную казнь? Какой это был год, как все это происходило и как юридическое сообщество все это, в принципе, восприняло тогда? Я еще маленький в то время был. Я еще в школе учился. То есть, в принципе, вы живете и работаете в этих условиях? Конечно, я начал работать следователем в 2000 году, примерно, в 96-м ввели, так ведь мораторий, в 96-м или 97-м. То есть это было до моей профессиональной, не то что даже зрелости, а даже до начала профессиональной деятельности. Каким образом вы считаете, если уж такое внимание к институту, к суду присяжных заседателей, в принципе, какие самые успешные мировые практики есть, да? То есть мы же равняемся раз на 12 человек, то есть мы на что-то равняемся, это я не думаю, что это наше изобретение. И как дошлифовать эту систему, что еще нужно, да, для того, чтобы этот суд был не самым гуманным, да, но самым честным судом в мире? Мое мнение, конечно, что неплохо было бы, понятно, что суд очень сильно загрузится, да, но было бы неплохо, если бы все статьи рассматривали судом присяжных. То есть тогда состязательность процесса была бы более прозрачной, понятной для всех, и тогда было бы оправдательных приговоров намного выше. У нас же только по отдельным категориям рассматривают присяжные, так ведь? Вот сейчас ввели и в районных судах суд присяжных можно просить, но только по конкретным статьям Уголовного кодекса можно просить. То есть, если человек обвиняется в мошенничестве или, к примеру, в получении взятки или в других преступлениях, он не может даже просить суд присяжных, понимаете? То есть он не может на это рассчитывать. В любом случае будет его рассматривать один судья. То есть здесь право выбора нужно дать, по крайней мере, человеку. Я думаю, что было бы неплохо, если бы, как и в других странах бывает, что суд присяжных все преступления рассматривает. А какие самые успешные? Это, понятно, сложно будет. То есть этих присяжных ведь нужно набрать, отобрать. Огромный должен быть список запасных присяжных. Ну, для этого государство и нужно ведь. То есть я считаю, что это не моя проблема. То есть она, конечно, сложно технически решается, однозначно. Но я со стороны защитника, конечно, рад был бы, если бы все преступления рассматривали судом присяжных. Не знаю, за кражу курицы и так далее, и так далее. Если это вводить присяжных заседателей, то мы представляем, какая загрузка будет у тех же. Но опять же, судов. у нас все-таки есть в законе особый порядок. Это имеется в виду, когда не рассматриваются доказательства, не исследуются доказательства. Человек в самом начале все признал, и в ходе следствия признает, и в суде признает, и только его спрашивают, вы виновны или нет. Он говорит, виновен, и осудили. Такую категорию, конечно, не надо рассматривать. Я имею в виду, когда человек не признает вину. Если он хочет доказывать свою невиновность, почему ему не дать возможность доказывать это с участием присяжных заседателей? Второй шаг, я так понимаю, вы бы... мы сейчас разговариваем абсолютно ваше личное, да, вот мнение... А я только свое личное субъективное мнение могу сказать. Возможно ли увеличение до 12 человек? Или все-таки к этому решению страна может не прийти? Я на это точно не повлияю, однозначно. Однозначно не повлияю. Раз уменьшили, наверное, уже обратно не вернется. Хотя, может быть, когда-то будет снова 12 присяжных. Я на это надеюсь, честно говоря. Еще один момент. Присяжный заседатель всегда должен быть там гендерный, да, подход соблюден, возрастной, социальная категория и так далее. То есть максимальный социальный срез населения, да, при отборе присяжных заседателей. Насколько, в принципе, вы считаете, что мы ментально готовы быть присяжными заседателями? Я думаю, любой человек готов быть присяжным заседателем. Любой человек. Потому что этот суд немножко по-другому проходит. То есть там не раскрываются все детали, не раскрываются какие-то определенные моменты, и людям доносится в простой форме, то есть не юридическим языком. Да, когда обвинение читает, и то гособвинитель старается очень... то есть, например, в обычном суде государственный обвинитель читает обвинение от корки до корки, от начала до конца. Здесь же он излагает обвинение на простом языке. И люди понимают, почему. Люди же не глупый народ. Люди очень умные, поэтому они быстро могут схватить и понять, в чем человек виноват или не виноват. А тем более, когда им показываешь доказательства, и это все на телевизоре, показывается, там, как они могут не определить, есть вина или нет. Я думаю, они могут это определить, и легко. То есть в этой ситуации сбор 12 человек, совершенно не имеющих юридического и так далее образования, вы считаете, что это гораздо более объективный суд? Я так считаю. Именно по результатам работы.
Но опять же, я говорю, это мое субъективное мнение, и именно с позиции защитника, с позиции адвоката. Наверное, гособвинитель, прокурор так не скажет. Он скажет, нет, да надо, чтобы один судья судил и быстренько Этого осудил. достаточно. Возможно. А может быть, кто-то из прокуроров тоже хочет, чтобы... Если вернется в том виде, о чем вы говорите, суд присяжных заседателей, а до какого процента, как вы думаете, увеличится количество доли оправдательных приговоров? Минимум до 30. А сколько должно быть вот для такого идеального государства? Для идеальной... Ну, опять же, все в сравнении, да, это же надо с другими странами сравнивать. Я не хочу с другими странами сравнивать. Я бы хотел, чтобы было 50 на 50. 50 на 50. Да. Вы Чтобы у слышали? человека был шанс 50 на 50, если он невиновен, опять же, конечно. Спасибо. Это была позиция адвоката Эрика Альмировича Валеева. Тема сложная, но при этом мы очень хорошо с вами изучили суд присяжных заседателей. И очень интересное мнение и предложения прозвучали. Спасибо за участие в программе. Всего доброго. До свидания.